Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. Накануне празднования Дня защитника Отечества мы решили встретиться с героем России, участником президентской программы «Время героев», ныне исполняющим обязанности министра молодежи и социальных коммуникаций Якутии Игорем Миргиным. Игорь Васильевич сегодня является самым молодым министром в регионе, ну, может быть, и в стране. Несмотря на это, уже успешно выполняет все поставленные задачи, а также наращивает мощность новыми проектами. И сегодня с нашим гостем поговорим о том, как настроена работа министерства, какие изменения в части молодежной политики нам предстоят, а также обсудим вопрос, кого же можно считать настоящим героем. Добрый вечер, Игорь Васильевич. Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие телезрители. Я знаю, что у вас сегодня утром была встреча с главой республики Александром Сергеевичем Николаевым в Центре психологической поддержки. И даже не одна сегодня была встреча с главой. Расскажите, о чем шла речь. Ну, первое – это о рабочих моментах. И, естественно же, у нас работают мобильные бригады, выездные, которые оказывают помощь раненым бойцам в Ростове. Выездные психологи? Да, выездные психологи. У нас мобильные бригады. Вот. И сопровождаем не только самих бойцов, но и семьях. Они делились своей практикой, своим опытом, рассказывали те моменты, с которыми, ну, жизненные ситуации, трудности, с которыми сталкиваются психологи. В общем, очень теплая встреча получилась, очень душевная. Вот. И глава республики, и, соответственно, мой личный состав, мои психологи остались встречи очень-очень довольны. А сколько психологов? Много их? Ну, если брать с районами, порядка 160. Ну, это прямо действительно целая армия. Батальон. Вот. А вторая встреча? А вторая встреча, мы были на бастионах памяти. Это международная акция. Вот, там была презентация сначала с времен Великой Отечественной войны, и потом уже, соответственно, закрепление наших воинов, наших предков. Были мемориальные доски поставлены, ну и будут в дальнейшем еще ставиться в ряде других регионов. Там, где сражались якутяне. Да, где сражались наши якутяне. Ну, вы представляете, вы идете с семьей, допустим, ну, в районе Новгородской, да, земли, и тут наш флаг, мемориальная доска. Никто не забыт, ничто не забыто. Да, действительно, тем более в год 80-летия Победы это очень символично, очень значимо. Нужный такой проект. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос гостю можно, позвонив в студию по номеру 841 12 42 14 39 или написать текстовое сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 05 02. В конце 2024 года, прошлого года, президент традиционно подписал актуализирующие изменения в ряд нормативных актов. И среди них поправки в федеральный закон о молодежной политике в Российской Федерации. Вот что это за правки, что они для региона означают? Ну, это, во-первых, спектр большой работы. Это туда добавлено патриотическое направление, одно из основополагающих и самых важных. Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи и психологическое сопровождение. То есть 3 основных направления. Вот. Также противодействие экстремизму и терроризму. Очень-очень сейчас тоже такое востребованное направление. Но в условиях современного мира, в условиях современных ситуаций это для нас очень важно. Ну и также определены площадки, такие как федеральная территория Сириус. Вот, включен в закон РДДМ, Российское движение детей и молодежи, движение первых. Ну, в общем, закон нам дает именно уже полноправный вектор развития на наше вот будущее. То есть, получается, сфера молодежной политики, она расширяется, дополняется, расширяется, да? Развивается и дополняется. Ну, давайте вот мы начали с психологов. Вообще вот психологическая помощь участников спецоперации – это такая неотъемлемая часть работы психологов. И я знаю, что там есть успехи в этой части. Расскажите подробнее. Ох, там вот маленькие победы, и их на самом деле так много, то что вот даже с первой начать. Наверное, давайте начнем с того, что заключили мы соглашение на ВЭФ, на Восточном экономическом форуме, с деканом МГУ по психологической
по кафедре психологии. И там мы нас ведут в методическом сопровождении, мы разрабатываем методичку. И сейчас в Мегино-Кангаласском улусе, первый улус, который вот у нас, ну, там ведется практика полностью. Вот отрабатываться с 200 военнослужащими и их семьями. И эта практика уже, соответственно, пойдет по району. Смело заявляю то, что в Российской Федерации мы первые, вот, и уже начинаем вот эту практику. Получается, совместно с Московским государственным университетом. Конечно, да, да, да. Также у нас Центр информационной безопасности, нельзя его не отметить. Мы предупреждаем деструктивное поведение в сети интернет у молодежи, не только у молодежи, и уже на предупреждение работаем. То есть, ну, преступления, которые хотят совершить, мы уже на предупреждение отрабатываем. Соответственно, силовым блоком, ну, раскрывать я силовой блок не буду. Ну вот, кстати, из недавних случаев была же история про угрозу терроризма в школах. Вот, и выяснилось, что это был молодой человек, который как бы вообще не знал о последствиях. Вот это вот недоработка профилактики или что это, на ваш взгляд, вообще? Ну да, тут недоработка родителей, недоработка учителей, недоработка нашего министерства. То есть, ну, это все в совокупности приводит к этому. Людям сейчас, нынешнему поколению, всегда нужно объяснять, много с ними разговаривать. Вот, потому что сейчас информации много, мы живем в век массовой информации. То есть выбрать нужное нужно тоже уметь. И постоянно молодежь нужно объяснять. Ну, это такая планомерная, методическая должна быть, работа должна вестись. Конечно, и стратегическая, потому что то, что делается сейчас, это все вот через 5 лет, через 10 лет даст свои плоды. Хочу поговорить с вами еще непосредственно о работе министерства, вообще в целом вот о коллективе, какие решения были приняты и по каким направлениям будет усиливаться. Коллектив хороший. Такая боевая прям команда. Весь коллектив молодых специалистов, руководителей. Вот. И самое главное то, что мы все находимся на одном корабле и под одной идеей. Мы друг друга понимаем. Вот. У меня даже, ну, греха таить не буду. Мы часто, бывает, работаем сверх нормы рабочего графика. И на энтузиазме, да? Да, и даже уставшие у меня ребята уходят с работы, и у них глаза горят. Это уже говорят то, что люди работают за идею. Идея главная. То есть мы все верим в одну цель. Для чего мы это делаем, почему мы это делаем, и к чему мы хотим прийти. Вот. И также у нас 3 отдела. Ну, отдел по прогнозированию молодежной политики, это вот один из основных отделов, который работает по воспитанию с молодежью. Один отдел у нас идет взаимодействие с институтами гражданского общества. Это грантовая поддержка, работа с некоммерческими организациями и вот этим сектором, с общественностью. И финансово-правовой отдел. Вот. Это уже, соответственно, больше внутренняя работа и наградной отдел. Работа, вот тут тоже, если взять, вот как психологов я сказал, ну, тоже множество направлений, очень множество. Во-первых, молодежь у нас, она везде. Ну, вот, министерство вхожее вообще и в производственный сектор, и в спортивный, и в образование, да, и в спорт, в куда культуру, только не входит. Потому что молодежь у нас везде. И это обширная сфера деятельности. И если вот где-то, ну, результат можно ощутить и потрогать его руками, как постройка какого-то дома, там, да, создание там каких-то, ну, там сколько увеличение производства, да, там, допустим, там, так далее. Здесь это настолько обширная деятельность, и измерить трудно. Измерить трудно, и результат не всегда ты можешь потрогать. Это тоже такая своеобразная специфика. Вот. И, ну, конечно же, сейчас то, что год защитника Родины, и мы идем в военно-патриотическом направлении, то, что вот Айсен Сергеевич уже тестировал правительство, и мы уже и по общественным организациям прошлись, вот, как бы работу в этом
направление усилий. Также разработали концепцию, которая состоит из 4 блоков. Вот совместно с руководителями общественных организаций, молодежных организаций и военно-патриотических. То есть мы совместно это сделали. Вот. И тут же у нас работа с психологами, тут же у нас работа с молодежью, с грантами, то есть очень-очень обширная деятельность. Но мы сейчас очень еще сильно, одна из основных задач — это создание молодежного центра «Патриот». Многие думают, что «Патриот» — это то место, где будут заставлять молодых людей маршировать там сутками, да, разбирать, собирать автоматы. Нет, это будет молодежный центр, молодежный дом, куда молодой человек приходит. В концепции единого окна он получает всю информацию о молодежной политике, то, что сейчас происходит вообще в молодежной среде. И там же он встречает наставников, которые будут сопровождать. И там же он просто может потусить. Просто потусить. Потому что у нас, да, я говорю по-молодежному, потому что у нас в условиях нашего региона, у нас круглый год — это зима, грубо говоря, 9 месяцев. И в условиях мороза, да, когда там минус 50, конечно, особо нигде не разгуляешься. Где у нас сейчас находится молодежь? Это торговые центры, кафе. Вот. А там они могут прийти, то есть есть же разная еще, опять же, молодежь. Молодежь застенчивая, наоборот, которая напористая, да, идейная. Вот. И они придут туда, и там будет студия звукозаписи, танцевальные площадки, коворкинг-центры. То есть очень много способов, где можно себя реализовать. Вот. И это все еще под наблюдением наставников, которые будут сопровождать. Вот. Это одна сейчас из самых-самых таких направлений, с которым мы работаем. Но вот смотрите, зачастую в большинстве мероприятий принимают участие активно студенты, активисты, в основном студенты. А ведь есть еще работающая молодежь, да, это большая часть общества молодежного в частности. Вот их как вовлекать? Первое, вообще мы концепцию пересмотрели полностью проводимых мероприятий до этого. Тут мы должны работать в министерстве не формально. Это первый подход должен быть, потому что молодежь у нас тоже неформальная. И когда человек уходит с мероприятия, у него в голове должен остаться образ или смысл. Мы должны дотягиваться до души, чтобы человек понимал, для чего это. И мы пересмотрели полностью концепцию, и сейчас плотно над этим работаем. И чтобы вовлечь человека, он должен понимать, для чего, и загореться этим. Поэтому формат проведения мероприятий должен быть другой. Это первое. Второе, рабочая молодежь. Сейчас мы планируем через российские студенческие отряды до 5000 человек увеличиваться в сезон, чтобы наши ребята зашли на работу. И также уже есть задумка, пока что задумка уже проговорить с нашими компаниями, соответственно, о некоторых льготах для рабочей молодежи. Потому что с большими компаниями. Да, потому что нужно поддерживать нашу рабочую молодежь. И опять же, у нас опять мы вернемся к тому, что у нас молодежь разная, и рабочая молодежь, она опять же разная. Есть семейные, есть несемейные, то есть спортивные. Там очень много... Сейчас мы ведем социологию и проводим разведку, и после этого уже будем, соответственно, уже более детально принимать решения. Но молодежь у нас такое широкое понятие, до 35 лет ведь считается, да, молодежь? Она ведь в поле вашего министерства. Но на кого вы вообще основной упор делаете? Целевая аудитория, так скажем. Я бы не сказал. Наверное, в 35 лет-то поздно уже воспитывать. Нет, есть. Я скажу, люди и свыше 35 лет себя считают молодыми, и это правильно. Это правильно, и даже такие люди, которые приходят свыше этого возраста, конечно, мы тоже с ними работаем. И у нас много таких. И они еще такие прям с порохом. И
Ну и вы не Неважно. ограничиваетесь, в общем. Мы не ограничиваемся вообще по категориям, по возрасту. Мы работаем со всеми. Но мы не можем отделять. Как мы можем отделить? Ну, по возрасту, либо по... Понятно то, что какие-то мероприятия, да, мы, конечно, там разделяем. А в общей совокупности упор мы не ставим на ту или иную организацию, ту или иную молодежь. Это все наши люди, это все наши граждане республики, поэтому это наша задача, наша работа. Мы работаем со всеми. Ну вот о мероприятиях, поскольку заговорили, скоро стартует большой фестиваль «Мусустар», который уже всем полюбился. Это крупное молодежное мероприятие. Традиционно это одно из самых главных событий уже теперь молодежной жизни региона. Чем планируете в этом году удивить? На самом деле, там каждый трек, каждый из 12 треков будет удивлять. Мы, опять же, говорю, отошли чуть-чуть от формализма проведения мероприятий и, опять же, образа и смысла. Я об этом часто говорю, потому что это вот сейчас главное в проведении мероприятий. Это мы раньше упускали, вот сейчас мы за этим смотрим. Также, конечно, он будет, как год защитника Родины направлен, год защитника Отечества направлен на военно-патриотическое воспитание. И будет у нас сопровождение дальнейшей молодежи, победителей. И те люди, тут направлено сейчас Мусустар не на лидеров. Ну, мы все время работаем на лидеров. Да, вот, кстати, Всегда на не лидеров. все ведь могут быть лидерами. Да, далеко не все могут. И это и не нужно, на самом деле, чтобы каждый был лидером. Да? Но у Потому нас что... есть те люди, которые неравнодушны, которые готовы внести свой вклад, реализовать себя, показать, да, есть идеи. И вот мы их сейчас вытягиваем в первую очередь и даем возможность вот реализовать, показать себя. И вот акцент Мусустара вот этого именно вот сейчас на таких людей. А какие, ну вот вы сказали 12 треков, какие треки, на ваш взгляд, будут пользоваться популярностью? Или, может быть, какие-то стоит поменять, какие-то усилить, от чего-то отказаться? Но то, что стоило поменять, мы уже поменяли. Я вот не могу я сейчас говорить о том, что... Хотите интригу сохранить? Какой-то, да, трек будет лучше другого. Опять же, мы возвращаемся к тому, что молодежь разная. Вот. И то, что запросы и интересы у всех разные. И каждый хочет и может себя реализовать в разных направлениях. И под это собрано. Ну, то есть от культуры, заканчивая спортом, да. Вот. То есть везде. И тут лучше говорить нельзя. Просто нельзя, потому что они все клевые, все крутые. И они все дают возможности для реализации. Просто тут зависит от интересов. А кто сможет принять участие в Мусустар? Ведь там же не только на молодежь, но и на наставников тоже рассчитано. Ну, опять граждане от 14 до 35 и, соответственно, молодые наставники и еще участники специальной военной операции, подходящие под... В этом же возрасте? Да, под категорию. Но у нас есть там один трек, где тоже они будут принимать участие. А про хедлайнеров что-нибудь скажете или интригу сохраните? Не знаю, можно их или раскрывать, или нет, пока, пока в новостях не объявляют, поэтому... Но хедлайнер будет почти в каждом треке. То есть под каждую определенную тематику свой хедлайнер. Вот, ну и общее. А насколько, на ваш взгляд, вообще молодежь Якутии контактная? Насколько они готовы развиваться, ставить себе новые цели и задачи? Потому что ну, старшее поколение зачастую жалуется, да, что молодежь не такая активная в обычной жизни, больше сидят в интернете, в телефонах. Вот. Но есть такое, но мы должны четко понимать то, что сейчас и время меняется, мир меняется, цифровизация, телефоны, интернет – это нормально. Но это нормально. И тут уже не мы должны их обвинять в том, что, ну, а мы должны, наоборот, меняться вместе с ними и понимать их. Вот. И, ну, куда вот сейчас человек без телефона? Все коммуникации там. Молодежь контактная, может быть, она
далеко не все контактны именно, ну, вот так вот в реалии, да. да, в реальной жизни, но очень контактны в интернете. Вот. И очень активно. Я как-то раз зашел в ТикТок и увидел украинскую повестку, и там наши ребята очень-очень обоснованно, аргументированно и по факту вели информационную войну против противника, и я прям был удивлен. И назвать их какими-то не такими, это, конечно, ну, они просто сейчас цифровизация, век другой, и мы приспосабливаемся к этому, и тоже делаем упор, и даже в министерстве на это. Раньше умели все, но ничего не знали. Сейчас знают все, но в жизни навыков не имеют. Вот. И мы пытаемся и ту среду охватить. Хочу поговорить о проекте «Время героев». Как вы приняли вообще решение участвовать? Что вам это дало, ну, кроме того, что вы стали исполняющим обязанности министра? Когда меня представили к званию Героя России, мы встретились с Эсеном Сергеевичем в постпредстве, и уже я услышал об этой программе. Я ранее слышал, но просто тут акцент был уже от главы республики. И, значит, я понял, что уже все, ну, серьезная повестка, надо себя попробовать. И в то время я потом вернулся обратно на выполнение боевых задач. И когда вот уже в процессе боевых действий я прошел тесты, все сдал, и как-то забыл. Вот просто, ну, вылетело из головы, а потом уже позвонили, сказали то, что ты прошел. И все, и я возвращаюсь, соответственно, ну, уже в мастерскую управления приезжаю, еще пыль отряхиваю с дороги. И когда я туда приехал, я первый месяц, да и не только я, наверное, все ребята были вообще в шоке от того, что там происходит, то, что существует. Ну, во-первых, мы все были одичавшими, ну, 2 года не выходили вообще, грубо говоря, ни в отпуска, никуда. И тут первые лица государства, тех людей, которых ты видишь вот по экрану, да, по экрану телевизора, и они рядом с тобой объясняют, и, ну, разговаривают, учат тебя. И, ну, это, ты понимаешь, что все, ну, что-то вот в жизни меняется. Это, конечно, дорогого стоит. С такими людьми ты всегда растешь. И, ну, это был первоначально для меня, конечно, шок. Сейчас уже я уже все освоился, привык. Ну, сами представьте, вот сейчас вытянуть с окопа и сразу же в условиях такие, где тебя учат, то есть тех людей, которых ты видел, потом еще и тебя уже в госслужбу внедряют. Конечно, поначалу был и... Ну, контраст такой, да? контраст насыщенный. Ну, а так, конечно, программа, реализуемая президентом, она имеет большую поддержку, вот, большое сопровождение. И мы все, 83 участника, стараемся не подвести нашего президента, вот, команду, и все друг за друга стоим горой. Вы общаетесь? Все, безусловно, все помогаем решать задачи уже вот сейчас при назначенных должностях. Ну вот было анонсировано, что в Якутии будет подобная республиканская программа «Якутия. Земля героев». Вот о ней можете что-то сказать? Конечно. Там я являюсь организатором программы и будущим наставником. Вот, старт глава республики вчера объявил. 21 числа будет прием заявок. Приблизительно в июне, первых числах июня начнется уже образовательный модуль, который продлится в районе года. Там мы хотим набрать в количестве 25 человек. Вот, ну, такой вот первый состав. Возможно, будет больше, потому что, ну, при подаче заявок мы рассчитываем на одно количество, посмотрим, сколько будет, ну, совокупность. Но на самом деле программа пользуется интересом. Еще когда пошел слух о создании, ко мне уже ребята подходили и спрашивали, интересовались. Ну и эта программа позволит ребятам уже внедриться в органы государственной власти, муниципальной службы, общественных организаций, производственного сектора, попробовать себя в этой отрасли. Вот. Когда будет прием заявок? 21 февраля. Начнется. Ну вот, вот уже.
Завтра. Уже завтра. А кто может тогда принять участие? Давайте скажем. Или Участники, как подается заявка? участники специально, ну, ветераны СВО, и заявку они будут подавать через портал Вшимовский, ну, Высшей школы инновационного менеджмента. Там они будут заполнять анкетирование, проходить тестирование, вот, и потом, соответственно, будет еще собеседование. То есть любой участник специальной военной операции может подать, да? Высшее, Или среднее образование, какие требования еще? высшее, среднее образование, вот, ну, это вот из основного. Высшее, последнее образование. Ну, и чтобы участником был, являлся. Ага. А возрастных ограничений нету? Или есть? Ну, Это же кадровая программа. Обычно в кадровых программах ну, у нас до 35. Нет? Нет, повыше будет порог. Повыше? То есть, да. Мужчины могут себя, ну, не только мужчины, я тут, кстати, не только мужчины. То есть девушки, которые принимали участие в специальной военной операции, они тоже могут себя попробовать. Мгм. Но вот вы вообще военный, ведь насколько вам военная подготовка вообще в обычной жизни помогает? То есть, ну, вы понимаете, что вы сегодня гражданский человек, но наверняка же какие-то привычки военные остались. Вот именно в плане работы, Мгм. конечно, кардинально, но многие, может быть, недопонимают того факта, то, что я именно вот, ну, 14 лет я прям управленец. Это я строго управлял подразделениями, то есть и непосредственный контакт с личным составом. В ограниченную, ну, во времени с ограниченными ресурсами и вообще в ресурсной такой обстановке, когда их вообще ресурсов никаких нет, и тебе нужно принимать решения и что-то, ну, делать. И плюс еще экстремальная ситуация, то есть с риском для жизни. Вот. И когда я пришел в должность, я уже понимал, с чего мне начать и как мне начать управлять. То есть, ну, никаких проблем я не испытывал в этом плане. Понятно, то, что уже структура, сама то, что деятельность, новая отрасль, там, соответственно, да, были пробелы в знаниях. Это, Но ну, принципы одни и это те. нормально. А принципы управления, это я очень сильно благодарен, то, что я прошел такую школу, вот, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Сильный преподавательский состав, нас очень сильно вкладывали. Нас всегда учили принимать решения. Самое главное для руководителя – это принять решение. И взять за него ответственность. Да, и ответственность. Но ответственность для нас, то есть, вот, ну, это нормально. Мы все привыкли к ответственности, каждый командир несет ответственность. Вот. Ну и, конечно же, взгляды на жизнь, наверное, чуть-чуть другие. Не стремлюсь за какими-то вещами там, или чтобы вот там говорили, ну, успех какой-то, да, там обсуждали что-то. Самое главное, чтобы у родных все было вот хорошо, у близких. Вот. Какие вещи, неважно, там, в это я в рубашке за 500 рублей или за 2000. Разница. Самое главное то, что вот я надет также, тоже рубашки. Могу нести пользу. Нам еще все в 5 лет же, мы работали всегда на свой личный состав, на людей. И здесь, когда я пришел, тут то же самое, нужно работать на людей. Вот, ну, На людей, их для нужды, людей. да, для людей, на людей. И для меня это, то есть, привычно. И я вот, ну, даже если перерабатываю, я очень сильно прям домой прихожу, и я рад, прям такую эйфорию испытываю, когда я вот сделал что-то для ребят и вот реализовал тот или иной проект, и у меня это получилось. И когда ребята просто говорят, ну, спасибо, и когда вот ветераны специальной военной операции приходят, их семьи там, где-то там, ну, в этой стезе я тоже не отклоняюсь от них, конечно же, так как мы с одних окопов, тоже стараюсь помогать. И когда такие ребята приходят, тоже благодарят за помощь, конечно, это многого стоит. И ради этого и нужно жить. Ну, поскольку у нас практически предпраздничный выпуск, не могу снова не спросить про ваш подвиг. Вот Я как- не считаю подвиги подвигами. Мы выполняли свою работу.
выполняли свою работу, несмотря на риск жизни со смертью. Но я безумно благодарен своему личному составу, безумно благодарен тем людям, которые меня окружали. К сожалению, не все сейчас находятся в строю, так скажем, но всегда руководителя, всегда любого командира толкового делает, всегда помогает ему каких-то достичь вершин его команды непосредственно. И я безумно благодарен своему личному составу за то, что всегда были со мной, за то, что не боялись, если даже боялись, но шли вперед и выполняли задачи. И вместе со мной, и от меня. И звезда Героя России – это в первую очередь заслуга моих товарищей боевых. Заслуга тех, кого сейчас нету рядом со мной. Это в первую очередь их заслуга. А что говорить про мои личные подвиги там, я считаю, это так просто. Наверное, любой человек бы поступил бы в моей ситуации так же. Ну, за что? Ведь звание все равно стало вашим по праву, да? И, В интернете написана как часть. сказать? Какую-то часть раскрывать нельзя. Может быть, раскроется она позже. Вот. Но там написано вкратце, то, что там село Каменка штурмовали, было захвачено 5 человек в плен, находился в окружении, вышел из окружения, занял верхнюю улицу, закрепился, это дало основной подход силам. И просто как это происходило именно в деталях, только об одной ситуации можно рассказывать час. Вот то, что 25 человек уничтоженных, именно, 25 человек противника, уничтоженных 7 человеками. То есть, это тоже ситуация такая. Превосходящие силы противника это называется. Да, мы Да? зашли в тыл к противнику. И также и об этом можно говорить долго. Об этом каждая ситуация, она очень глубокая и очень требует своего раскрытия. Так вот строчки того, что написано, они не передадут. Но вам часто ведь приходится это вспоминать, вообще, на самом деле, ветераны, да, не только СВО, вообще, Афгана, не знаю, очень многие вообще не любят вспоминать то, что там происходило, а кто-то считает, что это нужно, и все равно, потому что нужно рассказывать, нужно Вот знаете, молодежи подавать пример. Тут как? Тут двоякая ситуация. Вот ветераны чеченских кампаний, да, ветераны Кавказа, они, как правило, замалчивали. И выросло целое поколение, которое не знает. Это уже упущение. Но я понимаю ветеранов, почему они не хотели говорить, и рассказывать. И я в такой ситуации тоже был, столкнулся. И мне подсказали то, что говорить об этом надо. Даже если ты что-то не хочешь говорить, то говори хотя бы дозированно. Вот. Но обязательно людям надо объяснять, потому что не все далеко понимают. Даже человек, который был хотя бы в приграничье, отправлял гуманитарную помощь, помогал боевым братьям, они уже возвращаются другими людьми. Они даже смотрят по-другому, потому что уже понимают цену жизни. Те районы, которые находятся под обстрелами, они живут другой жизнью. И каждый выход на улицу влечет за собой то, что ты можешь домой не вернуться. Я не люблю рассказывать про себя, лучше я расскажу про своих боевых товарищей, и какие они подвиги исполняли. Это будет лучше. Но я всегда стараюсь говорить не про себя, а про своих товарищей. Вообще, нужно ли обязательно героем считать только того, кто принимал участие в боевых действиях? Или Нет, герои есть в повседневной жизни. Герои далеко не все те, кто только носит звание, да, Героя России. Вот. Герои — это и
те же полицейские, пожарники, многодетные отцы, мамы, герои, вот, волонтеры наши, вот, которые даже вот... У нас заметили, со специальной военной операцией у нас общество, особенно женское общество, очень сильно сплотилось. Очень много стало таких групп, волонтерских объединений, организаций, которые оказывают помощь. И в улусах, Да, и не покладая рук. районах. Мгм. Бабушке 70 лет, она последнюю копейку, вот что может, она вот шьет днем и ночью для солдат. И это вот, разве это не герои? Это тоже герои. Каждый носит свой вклад. Учителя, которые там отрабатывают сверх нормы и еще и дополнительно проводят занятия совершенно там бесплатно, это тоже герои. Те же. Вы в этом году впервые приняли участие в отчете правительства, в родном Алданском районе были. Какие вопросы вам чаще всего задавали? Я был в Горном Улусе, в Бердигистяхе, был в Алданском районе и был в Нерюнгринском районе. В Нерюнгринском районе, в населенном пункте Хани, я сам уже проводил отчет. Вот. Вопросы везде разные, то есть от запроса населения в каждом населенном пункте. Но в основном самые такие это сфера ЖКХ, это вот самая востребованная образовательная сфера. А лично, которые задавали мне вопросы, это по специальной военной операции, по молодежной политике, в сфере грантов, создания НКО, вот, про МУСУ СТАР спрашивали. И также люди, я не знаю почему, но люди, возможно, видят во мне другого, что ли, человека. Они подходят с вопросами, не относящимися вообще, ко мне, и просят помочь. В разных жизненных ситуациях, да. Некоторые, я озвучить не могу. И вот они подходят и говорят: помогите, пожалуйста. То есть, мы сидим, состав рабочей группы, и вот подходят тут ко мне и там передают документы. Конечно же, все вопросы мы отрабатываем. Я не могу не помочь. И даже вот я скажу честно, у меня каждый день прием граждан. Каждый день вот хотя бы одного человека в день я принимаю. То есть постоянно. И люди приходят с очень разными вопросами, далеко не по молодежной политике. Ну что ж, в завершение программы я хочу вас поздравить с наступающим Днем Защитника Отечества, и у вас есть возможность поздравить телезрителей. Уважаемые телезрители, желаю вам семейного счастья, гармонии, самое главное, верьте в себя. Все у нас вместе получится, вместе мы одна большая команда, один народ. Победа будет за нами. Благодарю вас за интересную беседу, за уделенное время, что согласились прийти к нам, ответить на наши вопросы. На этом программа «Якутия в деталях» подошла к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.